Доброе утро. Сегодня говорим на тему, как воспитать настоящего мужчину из вашего мальчика, вашего сына. И, конечно, без помощи психолога нам не обойтись, поэтому мы пригласили к нам в гости Веру Высоцкую. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Воспитание мужчины, насколько это хлопотное дело? Вообще любое воспитание – это хлопотное дело. Воспитание, родительское воспитание, педагогическое воздействие, влияние. Требует подготовки, требует какого-то запаса сил, энергии, каких-то смыслов, несомненно. Вот сегодня мы говорим именно о воспитании мужчины, то есть чем оно принципиально отличается, на что нужно обращать внимание, вот, чему с детства нужно учить мальчика, чтобы рос мужественным в хорошем смысле этого Я слова. бы еще раньше начала обсуждать проблему до рождения до мальчика, а может быть даже до зачатия, действительно. Для того, чтобы воспитать мужчину и для того, чтобы вообще понимать, что ты будешь делать, какая-то идея, которая потом требует реализации, которая требует воплощения, нужно эту идею очень хорошо себе представлять. Поэтому женщины или там мамы, которые хотят воспитать хорошего сына, из которого вырастет успешный, сильный, настоящий мужчина, им очень важно озаботиться о том, они знают ли они настоящего мужчину, есть ли у них рядом настоящий мужчина, умеют ли они с ними, с этими мужчинами. Именно рядом? Или может он как-то именно рядом, именно в отношениях. Ну, это ведь все вот эти образы, которые масс-культура нам предлагает, они слишком нивелированы, слишком идеальные или какие-то такие не очень к жизни приспособленные. Вот проблема, о которой вопрос ваш по поводу дефицита мужских каких-то качеств, по поводу дефицита мужского в некоторых мальчиках, в некоторых мужчинах, она начинается с того, что женщины не очень понимают, кто такой мужчина, и своих каких-то ожиданий и предпочтений, и своих каких-то не совсем, может быть, взрослых, не совсем подлинно женских, а каких-то детских ожиданий и предпочтений организуют свое воспитание. Неосознанно, несомненно. Нельзя сказать, что это план. Вот какие-то набор шаблонов, там, например, чтобы регби он пережил, чтобы у него были какие-то травмы. Вот надо понимать про то, что и дают эти травмы. Мужская инициация, путь мужского взросления действительно предполагает встречу с очень трудной задачей, которую мальчику нужно решить самому. В племенах же приходится страдать для того, чтобы стать мужчиной, чтобы в этот статус перейти. Вот, абсолютно точно. Абсолютно точно. Мужская инициация предполагает встречу с серьезной трудностью. И для этого мужчине нужен наставник. Другой мужчина. А вот чтобы мужчине, маленькому мальчику, маленькому мужчине начать слушать наставника, увидеть, например, в своем отце или тренере авторитет, ему очень важно увидеть, что и мама к нему как к авторитету подлинному относится. Вот очень много проблем с мужским воспитанием идут от проблем отношений женщины к себе самой. Когда женщина, ну вот давайте так сложно немножко зайдем, когда женщина говорит про мужчину плохие слова, когда женщина в глубине души, в глубине души своей к любому мужчине относится как к какому-то... Да вообще все мужики, вот это вот все. У нее не получится воспитать настоящего мужчину. А почему? Ну, потому у нее нет идеи, у нее нет образа, у нее нет той основной вещи, ценностной вещи. Вот у мамы есть хорошее отношение к папе, потом она с уверенностью и с покоем в душе своей отдает сына отцу. Очень важный этап становления маскулинности – это тесные отношения мальчика с папой, тесные отношения с ведущим авторитетом. Мускулинность. Мускулинность. Есть феминность, есть мускулинность. Мускулинность – это черты характера, да? Это не только черты характера, это не только отношение к жизни, это позиция, это набор каких-то... В женщине тоже есть мускулинность. Меньше. Сейчас говорят о таком феномене андрогинность, когда мускулинность и феминность, когда женские и мужские черты и стиль каким-то образом между собой сбалансированы. Это не унисекс. Это суперчеловек, у которого есть и мужской, и женский репертуар. Он может действовать. Вот когда мы начинаем это примитивно воспринимать как унисекс, это несколько искажает вот этот вот феномен. Давайте вернемся все-таки вот сказать, что мама доверяет мальчика, сына папе. В какой момент вообще это происходит? Вот, допустим, младенец, он уже больше времени с мамой проводит, мальчик. Когда вот папе его можно уже взять и говорить, теперь я? Как младенец родился, папе уже его можно взять. Все уже, да? Вот на самом деле вот этот момент рождения ребенка и появления его в семье, когда папа, ты неправильно пеленуешь, ты сейчас не так, как нужно, берешь
берешь, уже чем-то плоскогубцами за уши уже имеет фундаментальное влияние. Да. Мужчина уже вот в этот момент интерпретируется как существо недоразвитое, неспособное, и что-то с ним не то. И мальчик, когда находится в этой атмосфере, ею пропитывается. Кажется, что это все-таки вещи, которые не имеют значения, а потом это все вырастает. То есть вот мама молодец, папа не очень, поэтому буду как мама. Вот так это работает, да, получается? Немножко еще более сложно. Там же он же мальчик, а значит, и я не очень. Мама не любит папу, значит, мне нужно что-то делать, чтобы мама любила меня. Я же мальчик. Вот больше всего об этом написали психоаналитики. Больше всего это исследовали психоаналитики в психологии. Потом любые другие концепции психологические начали спорить, говорить о том, что не совсем так, что нет никаких таких. И, по сути дела, в своих исследованиях много из этих тезисов психоаналитических доказали. Вот мы так говорим, да, о том, что должен быть пример. Все-таки для того, чтобы сформировался мужчина, должен быть пример, да, наставник, идея. Идея в голове, к сожалению, в нашей стране, да, в действительности случается так, что, ну, вот мать воспитывает ребенка одна. Да. Где брать пример? Вот что можно Это очень хороший и очень важный вопрос. Страны уже 16 лет. Опять маме нужно что-то сделать со своими собственными отношениями к себе, как к женщине, которая умеет как-то видеть и понимать мужчину. Это я такие сложные вещи сейчас говорю, этот совет понять достаточно тяжело. И, во-вторых, искать мужчину, искать наставника в обществе. Все-таки отдать куда-то в секцию, среди родственников найти какого-то такого, который бы мог выполнять роль наставника, выполнять роль такого авторитетного коуча, который бы показывал, вот, и находясь именно в отношениях. Тут очень важно не в кино показать, да? Не привести в кино, вот как ведут себя герои, а тут важно жить в этих отношениях. Быть контакт постоянно, какие-то взаимодействия. Да. Какого-то учителя. Вот сейчас в некоторых образовательных учреждениях руководство серьезно озабочено тем, чтобы вернуть в педагогику мужскую фигуру, мужчину, который может это делать, который важен и для мальчика, и для девочки. Да, а то они все в бизнес сейчас подадутся, и вообще мужиков в школе этого учителя не останется. В общем, если подытожить, можно сказать, что, во-первых, надо в принципе сформировать образ настоящего мужчины для мамы в первую очередь, чтобы понимать, кого мы воспитываем. И второе, это главное, наставник. Это папа в идеале, либо кто-то другой. И хорошие отношения между мамой и папой. Не гнобить мужиков на глазах у ребенка. А мужикам быть мужиком. И не на глазах тоже. Да, и не на глазах тоже, потому что это тоже работает. Спасибо большое. Вера Высоцкая, психолог, дала нам полезные советы, и не только нам, а всем нашим телезрителям. Наша программа продолжается.